В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. Порядка 30 положительных результатов на коронавирус показали анализы студентов СВФУ. Владимир Путин поручил губернаторам разработать планы выхода регионов из режима повышенной готовности. Патриотическая акция «Свеча памяти» состоится уже сегодня. Принять участие может каждый, не выходя из своих домов. На сегодня в Якутии зарегистрировано 385 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом в ходе брифинга рассказал глава СН Николаев. За минувшие сутки в регионе выявили 37 больных коронавирусом. По одному случаю в Ленском и Аймиконском районах, оба связаны с вахтовыми рабочими. 35 человек выявлены в Якутске. 2 случая по очагу с офтальмологической больницей. 30 человек обнаружены в закрытом на карантин общежитии СВФУ. Заражение у студентов протекает бессимптомно. При этом у всех у них болезнь проходит абсолютно бессимптомно, без температуры, без никаких других показаний ОРВИ. Поэтому врачами, медиками сегодня принимается решение, что они будут лечиться амбулаторно. По городу Якутску также 2 случая по республиканской офтальмологической больнице еще дополнительно. В целом хочу сказать, что те меры, которые у нас принимались до праздников по городу Якутску, они в целом дали результат положительный. Но вот, конечно, эти вспышки, которые вот у нас была сейчас по офтальмологической больнице, которая вот сейчас наблюдается по одному из общежитий Северо-Восточного федерального университета, так, они показывают, что появление больных именно в таких коллективах достаточно, где много людей собрано, оно дает очень такие серьезные негативные результаты. Поэтому будем в этой ситуации работать и по повышению ответственности руководителей, и медицинских учреждений, и образовательных учреждений. В СВФУ открыли временный инфекционный стационар для больных COVID-19 в легкой форме. Их будут размещать в общежитии университета на Губина 5. В ближайшее время установят дополнительные бактерицидные лампы, усилят ежедневную дезинфекцию корпусов. Внутри же общежития 9/2, где объявлен карантин, разделят контактных и здоровых. Всех обеспечат горячим питанием. Сотрудникам, которые работают в общежитии, предоставят место для проживания отдельно от студентов в том же здании. В студгородке усилят режим самоизоляции. Между тем, 5 человек за сутки излечилось от коронавируса. 4 пациента в Якутске и 1 в Сунтарах. Общее количество излечившихся теперь 51. Кроме того, ситуация с Чииндинским нефтегазоконденсатным месторождением, по словам главы Якутии, под контролем. На сегодняшний день вывезено более 1300 человек. Вывозные рейсы продолжаются. Завершается обработка результатов вахтовиков в лабораториях страны. Анализы сейчас завершаются, их обработка в Москве. И хочу сказать, что, конечно же, их результаты, об этом я тоже вчера говорил, они гораздо лучше всех тех прогнозов, которые выдавались. Так? То есть речь о количестве больных, она у нас будет идти и ограничиваться несколькими сотнями, так? И процент, конечно, далек даже от 10% общей сложности инфицированных. При этом хочу сказать, что по Чииндинскому месторождению мы видим, что порядка 95% вот тех, у кого это анализ положительный, она у них проходит абсолютно бессимптомно. Вот. На самом месторождении тяжелых заболевших нет, все они вывезены или в медучреждения Республики Саха-Якутия, и ранее они направлялись на Ямал и в Омскую область. Президент Владимир Путин поручил губернаторам разработать планы выхода регионов из режима повышенной готовности. При этом необходимо опираться на выработанные рекомендации. Российский лидер отметил, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах складывается по-разному. Где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное их смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну, нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока.
Между тем, в Европе уже постепенно запускают послабление карантинных мер. В Италии для посетителей открылись рестораны. Все больше французов перешли в офисы, а в Германии магазины вновь приступили к своей работе. Как обстоят дела в ближайших к России странах? О мерах послабления нам рассказали якутяне, живущие в иностранных государствах. Сюжет Айсены Бурнашовой. В августе будет 4 года, как я переехала жить в страну души, в Абхазию. Якутянка Айза Соколова живет в Сухуми. И, как делится с нами девушка, с момента начала пандемии в Абхазии строго соблюдают санитарно-эпидемиологические меры. Маски, перчатки, санитайзеры и, самое главное, социальная дистанция. Возможно, именно поэтому страна занимает лишь 205-ю строчку в мировом рейтинге по количеству зараженных коронавирусом. В Абхазии уже начали снимать карантинные меры. С 1 мая сняли некоторые ограничительные меры на радость местным жителям. Наконец-то работают рынки, работают они по графику. Малый бизнес возобновил работу. Это, например, салоны красоты. Также ходит общественный транспорт. Границы с другими странами пока все еще закрыты. Мы не можем попасть в Россию. Открытие государственных границ также ждут и в Армении, в стране, где туризм является важной экономической отраслью. И еще с 16 марта действует режим ЧП. Правила профилактики COVID-19 также по умолчанию. Но, как признается якутянка Янина Арделье, уже сейчас в Армении введены долгожданные послабления режима. И это не только прогулки. 4 мая сделали ослабление режима, то есть у нас сейчас, можно работать разным видом промышленности, текстильной, обувной, мебельной, и прочее. И также можно работать общественному питанию, кто работает, но только на воздухе, то есть уличные, как кафе. Постепенно-то все равно надо уже выходить нам из карантина. Так или иначе, мы не можем сидеть годами в самоизоляции. В России снятие ограничительных мер зависит от динамики распространения инфекции в стране, от показателей роста или снижения числа зараженных, и будут зависеть этапы по снятию режима самоизоляции. Всего их 3. Начнем с прогулок на свежем воздухе. Далее откроются образовательные организации. Уже на 3-м этапе, по данным главы Роспотребнадзора, распахнут двери и остальные заведения. На 3-м этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования. Предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей. Все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. И, конечно, стоит понимать, что облегчение карантинных мер не означает отмену мер профилактических. Вернуться к точке старта, пройдя полпути, сейчас просто недопустимо. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Сухум, Ереван. Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет сегодня в дистанционном формате. В столице Якутии каждый год участвует более 18 тысяч горожан. Организаторы и власти надеются, что пандемия не внесет коррективы в эту добрую традицию. Сегодня в 21:00 по местному времени можно установить возле своего окна свечу и фотографию родственника, участника Великой Отечественной войны. Фотографии или видео своего участия в акции выкладываются в социальные сети с хэштегом «Свеча памяти 2020». К другой акции «Окна Победы» одними из первых в нашем регионе присоединились жители Южной Якутии. В Нерюнгри на окнах появились рисунки и поделки, сделанные своими руками, которые посвящены годовщине Великой Победы. Идею подхватили и многие жители поселений. А жительница Нерюнгри Анна Сафонова с дочерьми в память о своем родственнике разрисовала окна. Их дедушка Дмитрий Григорьев принимал участие в Сталинградской битве. Очень жаль, что в этом году не состоялся парад, но мы с радостью решили участвовать в акции «Мирные окна». Дедушка награжден Орден Славы 3-й степени, Орден Отечественной войны 1-й степени, медаль за оборону Сталинграда, медаль за боевые заслуги, медаль за отвагу, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Я горжусь своим дедушкой и благодарю его за мирную жизнь.
Теперь актуальная информация о половоде в Якутии. Активная фаза ледохода на Лени сегодня проходит по территории Алекминского района. Уровень воды там составляет 7,5 метров при критической отметке в 10,5. Нижняя кромка наблюдается у Алекминска, а верхняя в 30 километрах выше села Мача. За сутки ледоход продвинулся на 170 километров. В центральных районах рост уровня воды составил от 30 до 50 сантиметров. Отмечаются закраины, лед поднялся. В верховьях реки Лены продолжается суточный спад уровней воды с интенсивностью от 10 до 68 сантиметров за сутки. Между тем, Министерство инноваций и компания Ростелеком установили камеры видеонаблюдения в 7 населенных пунктах Хангаласского района и в селе Табага. Это позволит оперативно реагировать на изменения паводковой обстановки и повышение уровня воды в реке. Прямая трансляция доступна круглосуточно на сайте sahagov.ru. На территории Хангаласского района ледоход ожидается уже в эти выходные. Система видеонаблюдения реализована компанией Ростелеком в рамках проекта «Безопасный город» по инициативе Министерства инноваций Республики Саха-Якутия. Установка видеокамер в Хангаласском районе является пилотным проектом. На этом пока все новости. До встречи в следующем часе.